Туристический десант высадился в деревне Макры Канашского района. С хлебом, солью, танцами и песнями встречают дорогих гостей Канашский край. Сирем мухтавла канашень, могар ень, ошан кацелить. Могар ялом, товар ялом, еспирен чихагли, икселеми ковак парадом, еспирен чумыщи. Могар ялом, товар ялом, еспирен чихагли, икселеми ковак парадом, еспирен чумыщи. Чисто по-русски. Канашцы и гости присоединились к всероссийскому экологическому субботнику. Погода была благосклонна. На фоне бабьего лета получились хорошие фотографии. Ведь никто и не смог устоять перед красотой удивительного места, где расположен знаменитый на всю Россию и не только мост-виадук, которому почти 105 лет. Масштабные субботники прошли в 7 регионах страны. Приурочили его к юбилею главы государства Владимира Путина. Рада приветствовать вас, дорогие участники сегодняшнего мероприятия, как граждан с активной гражданской позицией, которые сегодня внесут свой вклад в охрану окружающей среды нашей родной Чувашии. В целом правительством Российской Федерации и лично главой государства Владимир Владимирович Путин большое внимание уделяет вопросам экологии. С 2019 года в России реализуется национальный проект «Экология». В Чувашской республике благодаря ему
строятся новые очистные сооружения, рекультируются свалки, ликвидируются объекты накопленного вреда, сохраняются леса, и лесничество оснащаются современной техникой и оборудованием. Чувашская республика традиционно, активно участвует во всероссийских экологических акциях «Зеленая суббота», «Сохраним лес», «Сад памяти», «Вода России». И благодаря вам, вот, замечательные наши участники, наши жители республики, республика уверенно лидирует в национальном экологическом рейтинге по Приволжскому федеральному округу. Благодарю вас всех, что вы сегодня здесь все собрались. Благодарю администрацию Чагайского сельского поселения за великолепную организацию нашего мероприятия. Всем хорошего настроения и плодотворной работы. Всех гостей поприветствовал глава Чагайского сельского поселения Алексей Алексеев. Я рад приветствовать вас на канашской земле Чагайской сельской администрации деревни Макры. Желаю вам, чтобы вы сегодня хорошо потрудились, с пользой провели время. Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Добро пожаловать! Спасибо! Макринский железнодорожный мост относится к самым красивым и загадочным достопримечательностям Чувашской республики. Объект поражает монументальностью, величественностью, грандиозностью. Арочная конструкция, эффектно оформленные толстые колонны и вертикальные перегородки. Все это вы можете увидеть сегодня своими глазами. Здесь собрались жители со всей Чувашии. Есть и гости нашего региона. Все вместе дружно очистили территорию памятника и моста. О Макринском мосте я слышала не один раз, но не была здесь ни разу. Да вообще он огромный. Конструкция поражает. Как это можно вообще построить человеком? Наши собеседники выражали восхищение рукотворным сооружением. Многие были здесь впервые. Мы приехали с Чебоксар со студентами Чебоксарского техникума строительства городского хозяйства. У нас здесь экологическое движение, называется «Зеленое движение Чебоксарского техникума строительства городского хозяйства». Ну, конечно, много слышали, но приехать никак еще не получалось. Вот сегодня такая возможность получилась. Посмотрите на мост и немножко принести, скажем, свою пользу экологии и природе. Очень восхитительный, очень восторженная, потому что мост такой удивительный, старинный мост, соприкосновение истории. И студенты очень довольны, что мы приехали сегодня сюда. И погода сегодня хорошая. Мне очень нравится красота этой местности. Прямо она завораживает, захватывает дух. Особенно, когда с высоты смотришь, прям хочется наслаждаться и не отрывать взгляд. Я бы сказал, что здесь на высоте именно слишком ветрено, и именно с этой точки открываются невероятные виды и показывают красоту всей этой области, и мне очень это нравится. Будете приезжать сюда еще? Обязательно. Да, если будет такая возможность еще раз, то обязательно приедем. Основная цель достигнута. Вся территория вокруг моста и близлежащих территорий была очищена от мусора. Более 200 человек приложили свою руку к большой экологической акции «Чисто по-русски». Владислав Васильев, Ольга Косарева, Макры.